До начала путешествия инструктаж, покорявшие Столовую гору, не раз говорят, что самое сложное – это начать восхождение. В 5 утра более 50 желающих со всей республики, в числе которых и воспитанники спортклуба «Кушт», начинают подниматься к Мятлуам. Несколько часов утомительной ходьбы по узким горным тропам и неудобному серпантину кажется вечностью. Огромные зигзаги, обрывы, а до финиша еще далеко. Впереди огромные пики, скалы и ущелья. Деревянные трости уже не особо помогают. Крутой подъем отнимает все силы, ноги начинают неметь, но шаг за шагом ребята продолжают взбираться. Легче всего подниматься спортсмену. Они покоряют вершины без особого труда, хоть в этом деле и новички. Для победителя первенства мира по вольной борьбе Магомед-Тагира Ханиева намного сложнее. Тренировки в зале, а это так, разминка. Ну, я думаю, что тренироваться в зале тяжелее. Все-таки тяжелее, да? Ага. Вот, а ты впервые принимаешь вообще участие на восхождении? Да, первый раз. Густой туман, периодически окутывающий вершину, не испортил настроение участникам восхождения. Особенно сложно идти по серпантину, извилистой дороге шириной в полметра. Но никому сейчас нелегко, особенно медикам, которые борются с коварным вирусом. Поэтому каждым движет одно – скорее подняться и поблагодарить врачей за их нелегкий труд. Известный ингушский альпинист Магомед Зейтов уже около 40 раз покорял Мятлуам. Однако сейчас он чувствует особую ответственность. Мы последствия этого вируса мы видим, у нас соседи погибали вокруг, да, все столкнулись практически с этим. И врачи вот в этих скафандрах, можно сказать, да, в этой экипировке своей, они работали день и ночь. Вот огромное им спасибо. И этим одним восхождением, конечно, не выразить всю благодарность в их адрес. Но мы делаем то, что можем своей компетенции, своей именно линии спортивной. Выйдя на седловину горы, путники направляются дальше к храму. Самое сложное уже позади. Столовая гора, можно сказать, почти покорена. Перед взором открываются красивейшие пейзажи Джайрахского района. Первая точка перевала у древнего культового памятника храма святилища Мягцеле. Именно здесь, с незапамятных времен, раз в году собирались жители окрестных аулов, чтобы в день летнего солнцестояния совершить религиозные обряды. Yer uçanı was trabonias grek. 2000 lat halga tu yazda kinish duvay. Maske muze olurdu skinish. Yetsa dolurdu ot yemet adi dolurdu. Da oz hayga nasan ikhab. Yer hasan hadat han baqna hadith sargari. Ve busub da hayisla ve da ikhab washa. Jahta prinashani wala shantlar. Da az mashkhan was 22 iyun ikhab washal. Массовый. Да, ургиш вакус. Ц круглый год. Ц шинкаминута. Махт тхачхал изма уддаха ёлда арбал бешхам. Цуган усс хакышхан ца бежндали устагбалехам. А вот самые выносливые продолжили свое путешествие прямо до самой вершины Столовой горы. Это более 3000 метров над уровнем моря. На этой высоте спортсмены поздравили и поблагодарили главных героев борьбы с пандемией. Хотим поздравить наших драгоценных сотрудников, медработников с этим праздником. Аллах ряд хулчон, Аллаху ишму долчу. Аллаху сидолчу вас не Аминь. Баркал за то, что были с нами в этот сложный для нас период. Оставались, были до конца. Столовая гора покорена. Идея организовать акцию, посвященную Дню медицинского работника, пришла известному меценату Баширу Куштову. К слову, гости накануне разместились в усадьбе Куштгала, чтобы с утра можно было ринуться в путь. Желающих совершить восхождение и поздравить ингушских врачей оказалось немало. Очень много людей присоединилось к нам. Мы дошли до самого конца. Все ребята готовы, и поэтому у нас победитель первенства мира, двукратный чемпион первенства Европы, парень тоже с нами был. Призеры России, призеры и чемпионы СКФО. Там хорошая команда. Они готовы покорять не только борцовский ковер, но и горы.
Кульминация дня. Участники акции водрузили на высоте птичьего полета российский триколор, флаг Ингушетии и, самое главное, знамя медицинских работников. Мурат Алиев на лошади помогал ребятам поднять груз. Это и вода, продукты, чтобы перекусить. А тем временем, запечатлев красоты Джайравского района Ингушетии, участники начали спуск. И надо заметить, для многих он оказался ничуть не легче, чем подъем. Ya hado kalamlar hatta da üst cross hamıyor onu üst hanımda. Eğer hala da halt o açar. Şu halдар тегер halt o. Крутой вкус картик. Сбитое дыхание, приятная усталость во всем теле, а в награду покоренная высота. Каждый из участников прежде всего доказал самому себе, что может добиться любой цели. Главное – захотеть. Путь завораживает своей красотой не только во время подъема, но и спуска. Зелимхан Калоев, Адам Аушев, Адам Тимурзиев. Новости 24.